В селе Ракич есть необычный дом. Это дом абхазской косметики. Здесь из обычных для абхазского жителя растений, таких как мимоза, фейхоа, хурма, мандарин и многих других растений, делают косметику. Шампуни, бальзамы для волос, маски, кремы, мыло и даже омолаживающие сыворотки. В этом цеху получают гидролаты, то есть водяную вытяжку из растений. Путем дистилляции этот аппарат позволяет получить биоактивные компоненты из листьев, цветов, плодов и корней растений. Все это заливается, дистиллируется, то есть охлаждается водой, и в итоге получается насыщенная активными веществами жидкость. И вот именно эта жидкость, в зависимости от того, какой это продукт, и в зависимости от того, что мы хотим достичь, мы ее насыщаем активными веществами того растения или тех растений, которые в данный момент дистиллируются. То есть без этого нет абхазской косметики. Как говорят производители абхазской косметики, первое уникальное отличие их продукта – это основа – вода, насыщенная биологически активными веществами местных растений. Это все биологически активные вещества, потому что уже всем понятно, что биологически активное вещество, оно возобновляемое, это гораздо с предсказуемой эффективностью и с более очевидными, с минимальными издержками для организма, потому что то, что натуральное, воспринимается организмом легче. Следовательно, моменты восприятия организмом нового биологически активного вещества, либо их комплексов, проходят легче, проще и предсказуемее, то есть клинически проще это исследовать и так далее, да? И противопоказаний значительно меньше, это уже тоже доказано, чем химические соединения. Чтобы получить масляный экстракт, например, эвкалипта или мимозы, их в первую очередь нужно высушить. Цех для этого сотрудники компании собрали сами. Здесь, контролируя показатели температуры и влажности, листья, цветы и плоды доводят до необходимой для производства кондиции. Обычный тоник для питания кожи и регенерации мимозы и плющ колхидский, да, например, вместе, так сказать, купаж. Мы используем в кремах, в двух видах кремовых продуктах. В одной сыворотке у нас она используется. Чем интересна мимоза? Ранозаживляющая. Прям реально хорошо работает, как бактерицидное средство. И в нашей конструкции доказано регенерирующее свойство. Почти все растения, которые используются в производстве косметики золота Абхазии, растут в саду семьи Андрияновых в селе Ракич. Мандарины, лимоны, грейпфруты и даже помело они собирают здесь. Вчера молотили специально для вас помело. Вот осталось. Как вкусно пахнет. Это тот новый продукт, с которым мы работаем, помело сейчас. Вы потом и делаете СО2 экстракт? И в том числе, да. Но сейчас мы это подготовили, попробуем масляные. Мы только начинаем, попробуем начинать масляные делать экстракты. Гидролаты мы уже делали. В косметике наряду с водными и масляными экстрактами используются и спиртовые экстракты. Маклюру и иглицу настаивают на чаче, который также производят сами. Маклюры приблизительно в каждом 30-40 литров чачи. 60-градусные. А чем маклюра интересна в косметике? Уникальный продукт, в том числе обладающий доказанными онкопротекторными, в том числе, свойствами. Но не только экстракты растений производит золото Абхазии для своих нужд. Тамышские мидии стали сырьем для получения солнечного фильтра. Правда, фактор его защиты не выше 15, но сам факт того, что в Абхазии сумели получить такое вещество, вызывает удивление. По словам Сергея Андриянова, современные технологии позволяют выделять светофильтры из растений, и это сегодня вызов и для золота Абхазии. Китайские наши товарищи, это буквально информация последнего месяца, создали светофильтр, который в совокупности SPF 180. Вы понимаете, что это такое? Это такой колоссальный прорыв. А что они в итоге использовали? Они использовали растительный полимер из березы и тополя. То есть в этой связи у нас начинает шурупить мозг, а можем ли мы что-нибудь подобное сделать? И мы сразу, на что мы обращаем внимание? На тополь, конечно, мы не обращаем внимания в данной ситуации, не обращаем внимания на березу, но на ее близкую родственницу, граб, мы сразу начинаем обращать внимание, потому что это реальный прорыв. И в принципе технология понятна, как они это сделали.
Основная проблема всех косметических производств – как, соединив все компоненты, получить нужную консистенцию, не потеряв при этом активность всех веществ. По словам Сергея Андриянова, у них есть эмульгатор, который выполняет все эти задачи. Формулу они сумели выкупить у крупного российского производителя натуральной косметики. Доля эмульгатора в цене, ну, грубо говоря, 50-70% – это, ну, неподъемная история, да? Но для нас бы было. Нам этот эмульгатор позволяет делать холодным способом, практически по технологии домашнего майонеза, и при этом сохранять все активные вещества, которые мы туда вводим. Ну, то есть вот все. Вот все, что бы мы туда не добавили, мы получаем при этом уникальную, устойчивую, ну вот видите, да, массу. Замешиванием компонентов и разливом готовой косметики занимаются технологи и фасовщики. Для многих жителей Ачимчирского и Ткорчальского районов золото Абхазии стало местом интересной работы. Очень интересно, конечно же. Данное направление для меня это вообще что-то новое, но каждый день как бы мы обучаемся, нас обучают, и очень нравится, и каждый день растем, изучаем. Если бы даже я был местным жителем, я понимаю, что это очень популяризирует даже саму местность и само село. Я бы, конечно, гордился этим. Все косметические средства золото Абхазии фасуют вручную, снабжая упаковку защитным кодом, который свидетельствует об оригинальности продукции. Вот так выглядит косметика для домашнего ухода. Она изготовлена с использованием экстрактов растений, произрастающих прямо здесь, в саду. Но также у золота Абхазии есть косметика для профессионалов. Это массажные масла, обертывания для тела, а также сыворотка для ускорения, усиления роста волос на основе нобилитина, вещества, которые добывают из кожуры мандарина. И добывают его прямо здесь. Вот в этом цеху. Больше всего нобилитина содержится в мандариновой кожуре. Здесь на его основе делают сыворотку для роста волос. Высококонцентрированные продукты золота Абхазии предназначены для использования в спа-салонах. Эту линейку тут разработали совместно с одним из абхазских спа. Но при этом они готовы сотрудничать со всеми, кто заинтересован в использовании абхазской косметики на профессиональном уровне. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.